Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывагатенне булдыр Чувашия нации радиовени эфиринче жаксамантра Таван Осхагал каларам и пени берсеренбе хамар халыхын ел ергебет ада история бете пленрех положат пар. Паянда пирим батраханара. История слыкизин тухтырен профессор Самар облачничен килзе житне яхтажымыр Валбанхигун Самарды социально-педагогика университечен истории бе философии да тенже культурин теории бе юнерен кафедрин ердюжи Екатерина Андреевна Ягафова. Чуваш республикин тогда Самар облачен ослых сентавади бишлещене. Екатерина Андреевна Рогун булдырде бархучень. Рыгун. Паянхи кларымращик леген иду пирень халышын пиде пальдерышле. Пектуин айтмана мыжындезесін кутямы перкейбер чылай жухне галашмаспыр. Ибер пурде балет пыр чаваш халыхе щенетене горячень хын елызембе буранныне пурде балет пыр выл елазем чаваш симпурныженже паянхи гунда пиде бызык вырындежын заданыне анжақта тепренеле спузан шав авалхи ела ергене бақсадуға себе ибер фольклор жайынже бақсадухны бешерлаға пырдавал пирін пурнышран кайны ябала бек курат пыр анжақта паянхи гуна илес пулсанда пиринче ваш халыхин пиде пызык пая мар пулсанда шавах сизенеген пая авалхи тенедыт сабурнаган чавашсем. Кун берги тепленрех пылес келет межендезесен бізен беренетларых на территории ушканезем гушинче вырнашна Хамар республика ранде выл институт ханеверле деградации видер дух на дезе галамада булать пуле межендезен уйрым жарын спорадически анжах вылберем палар забырать шавах ыдрах тесле хрен камале шинче и бербле партенегемен чавашсем аван сулмакла я балазем детуса кадардаще газем культуры бе палашмашка. Шамбада щак ушкан берки тепленрех лица блескелет. Паян хигун перентенеги менчавашсем аштарах пуранаща, маллерех пуранаща, елы ергезе малле пуранаща, щакан берги калаза барза сентем даравам пулича. Выросла? Коворонкомалар малле, чевашла и выросла, и берпурне дела на пар. Ну, хорошо, на русском лучше, наверное. География обширная. Это Закамский район, в основном Татарстана, Нурлатский, Аксубаевский, Альметьевский район, я бы отметила тоже. В Самарской области Шанталинский район, ну, всем известная деревня Старая Фонькина, Похвестневский район, где сохраняется еще традиция в 3 селениях. Ну, наиболее ярко это Рысайкино и Староганькино. Вот. Ну и есть еще в Башкирии, в западе Башкирии, в Бакаринском районе деревня Юльтимировка, очень интересный тоже такой вот эпизод. Ну вот, пожалуй, наверное, вся география, если говорить о тех селений, что за пределами Чувашии. Численность тоже очень сложно сказать, потому что это такой живой процесс, происходит сокращение численности. Но вот когда-то, когда я только начинала заниматься этой темой, а это примерно лет 25, наверное, назад, ну, я так насчитала сама, где около 5000 вот во всех этих селениях, всего 5000. Думаю, что сейчас сократилось, ну, может быть, так 2-3 тысячи. Потому что, конечно, в результате брачных контактов, ну и в ходе ассимиляции, конечно, чувашского населения сокращается численность и вот приверженцев, скажем, традиционной религии. Сегодня это либо отдельные семьи, там 3, 4, 5 максимум семей в селениях. Когда-то полдеревни исповедовали традиционную религию, а сегодня это вот такие вот отдельные семьи. Даже сложно назвать их группами семей родственных, потому что это тоже, ну, как бы осколки отдельных родственных групп. Вот. И по этому поводу вот в моих беседах с некрещенными чувашами сокрушались они еще лет тоже 20 назад, что осталось в роду очень мало, а сегодня ситуация еще сложнее, наверное. Вот. Что сохраняется и что вообще происходит с культурой? Конечно же, степень сохранности разных ритуальных практик, она разная. Если говорить о календарных обрядах, то в большей степени они очень давно даже смешались, наверное, с традициями православных, то есть в какой-то степени вот все, что проводилось в рамках календаря, это новогодние обряды, там, и даже пасхальные традиции в какой-то степени, поминальные традиции, из-за того, что это было всегда соседство с православными, они отчасти смешались. Но есть и яркие элементы, ну, та же вот Пасха, да, мы ее так условно назовем, Мунгон некрещенных чувашей, а
проходит в среду Страстной недели. Это жестко. При том, что сами некрещенные, имея родственников православных, конечно, и отмечают православную Пасху. То есть двойной праздник такой. Сохраняется поминальный обряд, который приходится у некрещенных на четверг Страстной недели. Если у православных это уже по окончании самой пасхальной недели во вторник на Радоницу, да, то здесь вот обычай поминать, он как раз на следующий день после, собственно, Пасхи. После Монгон, правильнее, если сказать. Проводят моления. Это тоже один из таких элементов. Причем в последние годы из-за засухи, например, или вот на фоне пандемии резко вырос интерес к молениям летним. А еще Мордюк, разумеется, если нет дождя, то по поверьям помогает, если провести его в деревне и его проводят. Кстати, возрождение наблюдается в последнее время даже в тех селениях, где он там был забыт. По воспоминаниям, обращаясь к старожилам, вспоминают, как бы его провести, и проводят. Может быть, не всем селом, отдельными группами, там, жители улицы, например, собираются в переулке и проводят, варят кашу, своими силами проводят. Что касается уджук, то сегодня он существует в нескольких форматах. Вот такой традиционный сельский уджук, наверное, в классическом варианте в последние годы я наблюдала, например, в Новом Ильмово, это Черемшанский район. И то он был возрожден. Много лет не проводили, хотя все помнили, где проводят и как проводят. Но вот опять-таки в силу разных причин решили возродить и провести его по всем правилам. Понимаю, что участников не так много, средства ограничены, поэтому в качестве жертвы приносит только одно животное, хотя полагалось бы там 5 видов, да, вот как это было, например, еще в конце 90-х, начале 2000-х в Старом Афонькино. Я присутствовала на нескольких ритуалах. 5 видов животных? Ну, начиная с селезня, селезень, гусь. Тага, логор, да, ложа. Нет, овечка еще. Ложа нет, там теленок. Самая крупная жертва – это, да, теленок. Да, вот, а в Старом Афонькино тут классический ритуал, он, знаете, сейчас сократился до, собственно, даже молением, конечно, мы его назовем, но это очень такое условное, потому что кашу варят дома, она абсолютно там бескровная, то есть жертва не принесена, просто сварили кашу на молоке и вынесли ее вот на то место, где, собственно, моление традиционно проводили, несколько человек, пожилых женщин, и текст воспроизводится, естественно, он тоже вот все время он сокращается, то есть, как говорят местные жители, мы говорим то, что помним, а помнят они не так уж и много. И возвращаются, но угощают, кто может еще прийти к ним, да, вот в этот день. Вот, собственно, этим и ограничивается вот современный редуцированный ритуал. И что из него потом может получиться, не могу сказать, потому что это, опять-таки, живой процесс. Вот Ильмово демонстрирует нам пример того, как забытый обряд мог возродиться, вернуться, да, и причем с большим энтузиазмом жители его проводят. Также очень яркий ритуал уджук я наблюдала в Юльтимировке, вот там. В Башкортостане, да, и там он, знаете, основан на таком глубоком убеждении жителей, что если не провести, то всем будет плохо. Проведение, соответственно, приношение жертвы – это гарантия успеха, гарантия благополучия, здоровья и так далее. Вот я наблюдала, знаете, это был, по-моему, 2022 год, наблюдала картину, когда на место моления пришли не только жители самой Юльтимировки, приехали из соседних сел, включая татар, которые привезли своих барашков. И это было, знаете, сейчас точно не вспомню даже, но больше десятка было забито животных. Каждая семья, которая решила там, во благо своей семьи, своего рода, особенно тех, кто ушел служить в армию, да, приносятся жертву. То есть они даже именные, эти жертвы, очень часто. Каждая семья, естественно, варила в своем собственном котле шурбе, кашу, и затем, соответственно, угощалась. Угощали и других соседей. Вот это вот массовое действие, оно, конечно, произвело на меня большое впечатление. А самое главное, когда я общалась с местными жителями, то они в один голос мне говорили, что этот ритуал они не забудут, именно потому, что убеждены, что забвение – это путь к вот тем бедам и несчастьям, которые могут свалиться на голову жителей этого селения. Более того, когда я была у них в 2003 году, они мне рассказывали, что вот все благополучие материальное, в том числе, живут, кстати, юльтимировцы неплохо. Вот, оно
оно вот как раз следствие их следованию традициям предков. Удивительно, немного напоминает, знаете, высказывания, которые записывались в конце позапрошлого, начале прошлого века у некрещенных чувашей в Янтиковском районе, буквально там, откуда я родом, где тоже некрещенные чуваши объясняли свое благополучие тем, что они остаются верными своим традициям, а вот те, кто отошел, у них там и пожары в деревнях и так далее, и как будто бы они их даже ругали. Вот такое вот интересно. И здесь мы, получается, все еще видим эти убеждения через 100-120 лет. Это удивительно. Да. Но есть и другой, опять-таки, момент, ведь мы говорим о трансформации, да, особенно последние годы это происходит стремительно. Уходят те ритуалы, которые еще лет 20 назад считались, такими незаменимыми, да, и незабываемыми. Я говорю, например, в частности, о сырень. Сырень, он сохраняется как бы параллельно от пасхальной традиции, уджук во всех селах некрещенных чувашей. Но вот что происходит, например, с сырень у тех же староафонькинцев? Мы привыкли считать, что Староафонькино – это такая Мекка своеобразная, где много чего сохранилось. И действительно, исследователи зафиксировали, но вот когда в 2021 году я обратилась к жителям с просьбой описать, что происходит сегодня вот на сырень, да, а это как бы заключительный ритуал вот этого второго поминального дня. Он проходит у них в конце дня, вечером, по сути, второго дня после Пасхи, после Мунгон. Мне сказали, что вот надо бы его провести, потому что с этим тоже связаны такие представления о благополучии. Это тоже гарантия того, что не будет пожара или еще что-то не случится с жителями. Но при этом его проводить некому. То есть надо бы провести. А кто это будет делать? Организаторов нет. И на тот момент, по-моему, второй, что ли, год ритуал не проводился. Вот такое исчезновение, уход, да, при том, что жители вполне осознают последствия, да, своих действий, оно тоже существует. Что касается уджук в других селениях, то показательный пример – это Альметьевский район, Старая Суркино, где, по моим подсчетам, примерно так 80, наверное, процентов жителей придерживаются традиционной религии, некрещенные были. Так они проводили свой уджук с жертвоприношением, с молением, но на него наложился фестиваль уджук, который проводит уже тоже много лет. И это две площадки параллельные, где конкуренции, наверное, сложно это назвать, но так или иначе это две традиции, какая из них в итоге победит ли, и в каком состоянии будет, собственно, вот этот традиционный уджук с 9 котлами, да, мне сложно сказать. Вот пока в таком состоянии эта традиция пребывает. Кстати говоря, вот 27 июня как раз у них прошел юбилейный 20-й уджук. Вроде как, именно обрядовой части там очень большое внимание уделяется, притом оно не обязательно для всех участников фестиваля. Однажды мне тоже довелось поучаствовать на нем. Это такое яркое событие, одно из ярких событий в моей жизни, кстати говоря. Интересно, вот в плане молений хорошо. То есть в любом случае мы понимаем, что так или иначе оно практически во всех чувашских селениях, придерживающихся традиционных верований, так или иначе сохраняется. Однако, наверное, если смотреть в контексте вообще всего чувашского народа, мы как народ, наверное, отличаемся тем, что у нас очень хорошо развит институт поминания наших предков. То есть вот в данном случае мы все точно можем сказать, что маркирующий признак чувашского народа на сегодняшний день – это вот тот же самый щимик, который связан с поминками мертвых, ушедших, то, наверное, у некрещенных чувашей он также хорошо должен быть проявлен, этот сегмент. Да, конечно, поминальная обрядность сохраняется, причем сохраняются как раз вот эти ежегодные поминки, да, в честь всех умерших, не только конкретных людей. Что касается похоронно-поминальной обрядности по поводу конкретного родственника умершего, то здесь мы наблюдаем очень интересную, опять-таки, тенденцию к редукции. Но традиционно некрещенные чуваши поминали в течение 7 недель после смерти, еженедельно. Четверговые поминки, они так называются, вечером в четверг. Собирались родственники, обязательно закалывали петушка, пекли блины, мылись в бане, и это каждую неделю это все повторялось. Называют и другие сроки до юба, то есть, по сути, это обычно 7
недель где-то выпадает. Потом это все сместили на 40 дней. То есть вот произошло такое слияние, да, можно сказать, где-то с православной традицией. А сегодня юба, сам юба, ритуал установления столба, который должен был бы, по идее, там, где-нибудь там осенью, да, проведен, или там хотя бы на 40-й день, он сейчас вообще совмещается с похоронами. А, ща в Гунгенихте вообще. Да, такое наблюдается. И в том же Афонькино, например, и в некоторых других селениях, вот в Нурлатском районе, в частности, фиксировали эту традицию. Почему? Да потому что родственники на юба вряд ли смогут приехать, как нам говорят. То есть вот эта проблема, когда семейно-родственная группа рассыпана, да, она же не проживает в пределах компактно там одной территории, не только селений, там группы селений. Нет, она не может собраться, допустим, сложно, там, через 40 дней или еще когда. Вот сейчас часто проводят сразу. Интересно, это, наверное, как в Вещемышне в день похорон проводить, да? Да, как Щитиш, например, тоже вот упомянутый, он там остается где-то. Щитиш не иду заговора, Вещеш не иду заговора. Получается, что сейчас сразу даже столб устанавливают. Вот такая тенденция существует. Я не скажу, что это тотальное. Здесь можно как раз говорить о том, что в разных селах некрещенных чувашей существует разница в степени сохранности. Где-то это проявляется, где-то нет. Субаевский район, еще один вот район, где мне очень интересно было изучить вопрос, касающийся ритуальной пищи. Сохраняются представления, например, о том, в каком количестве должно быть там, да, разных блюд, да, рецептура приготовления, там, кугар-яшки, например, да, обязательно подача вот этих блюд, последовательность их, где цифровой код даже сохраняется, тройка, там, семерка, например, когда они считают количество чего-либо, да. Вот, такие вещи, это, наверное, такие глубинные смыслы, которые позволяют сохранять где-то на уровне запретов, где-то предписаний, как себя надо вести, да, вот во время проведения поминального ритуала. Вот, такие элементы, да, они сохраняются. Но я бы здесь об одном моменте еще рассказала, потому что вот язычество, или в кавычках, да, или вот традиции некрещенных чувашей, они ведь не только у некрещенных сохраняются, они проявляются и у православных. Тут можно говорить о синкретизме, о православно-языческом или там еще каком-то. Для меня открытием было, что в Башкирии, где официально живут, в общем-то, вот в Прибельской зоне, например, крещенные чуваши, у них такой пласт язычества сохраняется, что его, наверное, этот синкретизм можно назвать языческо-православным, потому что в основе лежит именно язычество. То есть старинные вот формы. Да. Вот один из таких ярких примеров – это плакивание покойного, напев, который, в общем-то, даже у некрещенных не сохранился. Вот по Афонькино я, например, его не фиксировала. Они знают юба-юры, которые поют, естественно, вот как раз во время ритуала установления столба, но саскаларные, оплакивание, собственно, покойного, причитания, да, вот этого нет. А в Башкирии я это зафиксировала, и чуть ли не в каждом селении это... Тусы мазлидер захварат про первым батрахан рабан Екатерина Андреевна Ягафова, история слухи сен духтары, сямын бегех профессор, первым бада самар хулынченки изежитре, и бержеренбек аскедах тавдават прада, карангалыч вам малалахта запар. Таван осхагал. Таван осхагал. Сылсуна против Брахучем, Пирани Ферда Тавана с Хагал Каларами, Берсерембе Паян, Екатерина Андреевна Ягафова Ба, история слухи зень Тухтаребе, профессор Багала Жатпар. Ведь интересно, ну те приняли спулзан, вот если мы так посмотрим на традиционные формы вообще чувашской обрядности, то в целом каждый, наверное, чуваш, который так или иначе чуть-чуть интересовался своей традиционной культурой, он понимает, что у нас вот этот пласт традиционной культуры, он сильно сохранен, но проявляется по-разному. На самом деле... Для меня было очень удивительным, наверное, то осознание, которое пришло, когда я познакомился с материалами Заксубаевского района. Там вот есть селение Иляшкино, Илишни, Чувашла. И вот там вот есть обязательный этап, который объединяет между собой Мангун, вот Щула и Юба. Юба, который осенью проводится. Это когда всем селениям или семьи, из которых кто-то ушел, проводят вот обряд Юба и, кажется, Парлиштерни. Они тогда его делают или в другое время? Парлиштерни, кстати, тоже. Его полагается проводить на следующий день после Юба. А сейчас проводят вместе с Юба.
То есть Прыгунах. перлештерзыхвараппер. Вот такое вот выражение очень часто, да, встречалось. Ой, интересно, у нас совсем недавно гуманитарный институт отправился в экспедицию в Шимуршинский район, Трухис-Пшимурша, тоже вот такое известное селение в плане сохранения традиций. Говорят, все еще продолжают вот этот обряд перлештерни делать. Из Аксубаевского района пришла вот такая очень интересная информация. Мангун иргинязанаппер. Юба кашинязанаппер, получается щемик кандерлазанаппер. То есть все вот эти циклы, они действительно в том числе и мангун, получается, должны быть связаны с нашими предками. Конечно, я же говорила, второй день после Монгун проходит поминальный ритуал, да, и некрещенные говорят: Монгунда ибер иргиабат парапар, щемикре кандерлахиабат, керги сара, авданзари, ну, по-разному называются, да. Кашьябат, кувал пирн кашьябат пулать. Интересно. А вот этот вот юба, который проводился всем селением или отдельными это семьями? немножко другое. А это сейчас у нас вообще... Это два ритуала абсолютно разных. Керги, сара и юба – это разные вещи. Конечно, это абсолютно разные. Керги, сара – это ежегодный поминальный ритуал, осенний. Независимо от того, были ли покойные в этом году или в этот раз, да, по отношению ко всем ушедшим из этого дома, по крайней мере, по отношению к 3 поколениям, ушедшим из данного вот дома, да, из данного рода. Падем ваттыне вообще. Ваттызень коня булать. Вот так можно, наверное, сказать. Всё, понял. Да. А юба – это по поводу вот умерших в течение года. Например, как это делается в Старом Суркино. До сих пор это происходит. У них 2 поминальных, 2 дня, когда они в году, 2 дня, когда они устанавливают столбы. Умершие после Петрова дня, им ставят столб осенью, высчитывают определенный день, когда ставят юба. Ну, естественно, смотрят на убывающую луну в определенный день. Вот. Те, кто умерли после этого дня, они дожидаются, да, юба, не устанавливают только на Петров день. А до этого просто пометка какая-то, салам галаги вот это. Да. И это Черегалаги. до сих пор живет. Но мы фиксировали вот этот ритуал в 2003 году, даже фильм снимали. Да, у вас 7 фильмов, да, всего? Да, юба. Вот, мы как раз вот попали на этот осенний юба. Даже вот, знаете, сейчас не скажу на сегодняшний день, как обстоят дела, потому что традиции меняются очень быстро. Поразительно на самом деле, насколько огромные территории охватывают некрещенные чуваши. То есть в какой-то степени, если мы даже рассмотрим те точки, в которых они сейчас сохранены, вы ведь просто сотни километров. Да. Пидибызык расстояние. Да, но тем не менее, они ездили за невестами. Вот, например, суркинские. Когда я их спрашивала, откуда они брали невест, они же хотели своих некрещенных, то они называли как раз Афонькина, для них это вот партнер брачный, да. Питтабаль – это, значит, старая Ганькина. А в свою очередь Старая Суркина выступала тоже таким селом, партнером, да, для Юльтимировки. При том, что, понятно, Афонькинцы о Юльтимировцах ничего не знали. Очень далеко друг от друга. Да, за сотни километров ездили. И пурберчурение. Вот лишь бы сделать семью вот с единоверцами. Да. Получается, на сегодняшний день мы можем говорить, что традиция, во-первых, деградирует из-за того, что просто нет какого-то единого культурного пространства, наверное, у некрещенных чувашей. Конечно, это один из факторов, потому что для поддержания традиции, для воспроизводства, да, должен некий минимум существовать. Вот почему, собственно, в селениях они говорят, ну, выходят замуж за крещенных, конечно, у них там все, дети, они сами крестятся, эти девушки, или там берут в жены крестьянку, крещенную, она, соответственно, настаивает на том, чтобы муж крестился, ну и дети, соответственно, тоже. Вот так разрушается традиция. Екатерина Андреевна, вот если сейчас рассматривать, допустим, для старосуркинцев из Альметьевского района брачные партнеры Афонькина, Дермарагавить и Юльтимировка, все эти чувашские группы являются некрещенными. Но, например, у афонькинцев и юльтимировцев традиции, они идентичны? Мы можем говорить о каком-то цельном пласте чувашской традиции, или у некрещенных чувашей есть особенности? Близки, конечно, да, традиции, но именно в силу таких брачных контактов. Суркина тяготела все-таки к Закамью и Заволжью. Юльтимировка была в качестве, скажем так, но такого влияния, что ли, глобального на культурные традиции не оказывала, потому что
существует как бы доминирующая традиция вот в этом селении, да, и несмотря на то, что берут невест, ведь невесты осваивают и диалект со временем, да, как известно. Вот, поэтому происходит такое превращение уже в члена своего сообщества. А так, Юльтимировка, это, можно сказать, такой осколочек небольшой, наверное, для Башкортостана, потому что для башкирских чувашей не характерно все-таки такое вот сохранение, цельное сохранение. Это единственное, по сути, единственный такой куст, наверное, некрещенного. То есть мы можем говорить о какой-то цельности религиозных представлений чувашей некрещенных. Да. Это вообще очень здорово, потому что те же традиции, о которых вы говорите, про четверговые поминки и так далее, они, буквально у нас в Янтиковском районе они тоже, есть информация про это, что они были, что подобные же явления, получается, были характерны для некрещенных чувашей из Кайбетского района, который находится, опять же, на границе с нами. Это так поражает, на самом деле, сотни километров, тысячи километров буквально между этими селениями, а традиции проявляются те же самые. То есть, видя адаланза житней системы полной для своего времени. А как так получилось? Ладно, допустим, вот принятие христианства – это один момент, который был связан с разными факторами, в том числе и с не самыми добровольными, может быть, для того времени. Однако, тем не менее, как так получилось, что огромное количество некрещенного чувашского населения в какой-то момент все-таки отошло от своих традиций? Произошло ли что-то в религиозных представлениях такое, что послужило чем-то таким, что чуваши стали думать, что наша религия недостаточно хороша для нас? Вот хотелось бы про это что-нибудь понять, потому что отказ от собственной религии в какой-то степени как будто бы и непонятен. Мне кажется, что это один из таких сопутствующих факторов модернизации культуры, и чувашская культура начинает модернизироваться как раз на рубеже 19-20 веков, а это не просто изменение каких-то бытовых условий, хотя это тоже было очень заметно, а это просветительство, да, вот очень такой важный момент, это распространение православия вместе с просветительской акцией по системе Ильменского через школы, рост числа грамотных за счет большого числа вновь открывшихся учебных заведений, да, и церковно-приходских школ, и министерских училищ. И, конечно, чуваши начали выходить из тени, как вот в свое время говорил швейцарский ученый Андреас Капеллер, благодаря именно распространению грамотности и появлению, конечно же, газет, и вообще, скажем, развитию вот этой вот профессиональной уже культуры. Это другой уровень осмысления, кто мы, да, в этом мире. Выясняется, что мы не со всеми вместе в ногу идем. Но идут в ногу вот с православием, там, с исламом, да, кто в какой религии. А где место нашей религии, да, вот нашим обычаям, нашим ритуалам. Вот. И причиной перехода в христианство, восприятия христианства, причем это не на формальном уровне, как это было, например, в 18-м, первой половине 19 века. Так же, как и вот переходу части чувашей в ислам, был кризис язычества, кризис традиционной религии, которая не смогла дать ответы на многие вопросы, в том числе по миропониманию. Да, миропонимание и поиску идентичности, кто мы есть в этом мире. Да. И чуваши, конечно, нашли для себя ответ: да, мы в одном мире с православным большинством, да, или мы вот с мусульманами там какая-то часть. Поэтому действительно это мировоззренческий кризис был. Язычество не выдержало конкуренции с мировыми религиями. Интересно, а как, прям совсем обзорная идея, помимо чувашского населения, у нас языческие верования, они ведь были характерны для марийцев, например, для удмуртов. Мы знаем, что до сих пор есть какие-то группы, как и у чуваш, которые придерживаются традиционных верований Тизигала-Парахат. А как у них дело обстоит? У них как обошлось дело с этим кризисом язычества того периода, когда встреча эпох, смена времени, смена не просто быта, а вообще в целом уклада жизни и скорости жизни, как произошло у наших соседних народов? Примерно одни и те же процессы происходили, если говорить вот о смешанных зонах расселения, скажем, в одних условиях находились, например, в пределах куста селений, чуваши, мордва, марийцы, там, да, в большей степени удмурты, марийцы и чуваши, возьмем, скажем так, три этнические группы, где как раз по сей день сохраняются
сохраняются приверженцы традиционных религий. Процессы христианизации тоже затронули и тех, и других, да, и процессы исламизации в том числе среди марийцев и удмуртов. Примерно одинаковую картинку мы можем наблюдать. Но, наверное, образ жизни более замкнутый, может быть, здесь я могу только предположить, для марийцев и в какой-то степени для удмуртов позволил сохранить им традиционные верования, и в том числе в тех ареалах, где они конкурировали не с христианством, а именно с исламом. Восточные марийцы, в частности, да, или удмурты закамские, которые показывают наибольшую степень сохранности, опять-таки, традиционных верований. Именно среди них встречаются в основном приверженцы, да, традиционных религий. Здесь как раз противоборстве, да, двух мировых религий им удалось, наверное, сохраниться, да, можно так сказать, сохранить какую-то свою эту локальность, не вмешиваясь в это противоборство. При том, что я уже говорила, да, это было сложно, потому что вписаться в мировую историю, оставаясь на своей этой платформе, да, традиционной религии, было крайне сложно. Но здесь, опять-таки, образ жизни, да, сельский образ жизни, относительно замкнутый. Возможно, что это тоже повлияло. Ведь по сей день мы говорим о демографических процессах и апеллируем к тому, насколько интегрированы, да, в общемировые процессы, в урбанизационные процессы, да, ассимиляционные процессы, и это тоже коррелирует с показателями численности. Я думаю, что примерно такая же история была и с сохранностью традиционных верований. В данном случае мы можем уверенно говорить, что большая часть чувашского народа все-таки предпочла синкретический характер религии, где сохраняет и свои особенности, при этом достаточно активно поддерживает и новые веяния. Православие, наверное, оно позволило чувашам это сделать, потому что здесь много факторов. Опять-таки, календарь, который очень близок, да, похож, и в него можно вплести традиционные тоже ритуалы, да, при этом сохранять какое-то свое понимание этой религии, народное православие такое исповедовать, не то, которое там каноническое, да, навязывали священники, а свой какой-то вариант этого православия. Кстати, это проблема и сегодняшнего православия, когда священники появляются в чувашских селах, они страшно борются с этими остатками, реликтами. Мне хчинахтан дешаванбек пулмала, дате приняли спузасын, кашни халага, чувашмеле галать, кашни халага тура хэнчейхи небана, хэн елы небана, дит пирим пурне дехи зеплезе, тада хамарыне упраза бурын малади зэгда хальтин каламаши буль. Хашпыр ябала перень бада, пинь жылхуши тераслинзе, щитне палахана, парахышла за брахмада, серзе ямада, пирень незвезему мунчату на пяти бузых щилых пекте дуянать. Шамбада хамарым баттысине сумгазуза, хамар хизеплезе, тада мэньбур пурны жылжыны везембе тан бырза, и бирзелембе шериппенде хаюлынгана малала утма пулдара пырбуля. Мне Екатерина Андреевна педибызык тавзама хизере галат паршагымбе тепплен галазак дартнышын пирень самавалхи ела ергене паянхи гунченде упраза бурнаган ехташ семберги, может позне паянхи саманан ченжен паттыре земдеме булать, возне нимле кризис тахаратман, идентичность неде жухатмана, а ведь хахызем камнеде, педя аванасту задраща шагымбе кытказ условий зенже, выл ведь яланах мледр санкций зембе жихын задана болна, пызык рахналук зембе, пызык шухаду зембе, возем пурыбір парынман, нимренде хараман, нигамада шамбек итлемезердене тезе булинде каламала, хызен теп елы ергене, хызенчак пуянлых не упразах варма булдарны, нимеле худыштармазырда тада тыди балах мунашланмалы пирень халыгын чи вейла паезинчен перидезе каламала буле бир чундан жерерень чынмалдан Сирия, жакавал хилас не упраган чевашсем галат партада Екатерина Андреевна Сирия, изерчак теленмилле шинзембе кайза тел булза везем упразах варны мэньбур эткере паян чеваш халыхи валиши дернежень. Пиде бузык тавгунжень, туссем азидерзех варат пропирен батрабан Екатерина Андреевна Ягафова бульче, история слохизен тухтаре, профессор Жаванбегейх Самарды, социалла, педагогика университетенче, история, философия, тенче культурин теорин тада уйнерень кафедрин ердюжи, Жаванбегейх Чуваш республикин тада Самар облажень, ослых сентава девишле эщене Екатерина Андреевна Ягафова. Эфирда депредель был эщень, панхи кларым расиренбея эбе булда мельдияр, тада депредель был Бурхан Чепер. Таван осхагал. Таван осхагал.